Здравствуйте. Это вестник Русского географического общества, и я его ведущий Рустам Сиразетдинов. Начну с официальной хроники. Накануне в Уфе прошло очередное заседание Совета отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан. На повестке дня было несколько вопросов. Анализ работы за год туристического комплекса «Аскынская ледяная пещера» сделала член Совета Гузель Хамитова. Я и Юрий Александрович Туманов, мы включились в эту работу, но уже целенаправленно. Не просто так, что мы приходили, меняли эти тепловые экраны, а уже началась очень серьезная работа. Мне была поручена организация экскурсионной деятельности в соответствии с исполнением регламента постановления правительства Республики Башкортостан по режиму посещения Аскынской ледяной пещеры, которая была составлена на основе отчетов ученых Российской академии наук. Большое спасибо Василию Борисовичу, который принимал непосредственное участие в разработке этого регламента. Памятник природы Аскынская ледяная пещера расположена на границе Архангельского и Гафурийского районов. В 2010 году на канале БСТ спасатель международного класса Юрий Туманов впервые рассказал об уникальности этой пещеры. Впоследствии башкирское телевидение сняло 5 передач и 3 кинозарисовки об Аскынской ледяной пещере. Участниками программ были ученые, которые на протяжении многих лет изучали пещеру. В 2018 году башкирское отделение РГО взяло территорию вокруг Аскынской ледяной пещеры под охрану. Организация экскурсионной деятельности с исполнением регламента постановления правительства республики по режиму посещения пещеры, составленного на основании отчетов ученых Российской академии наук, была поручена члену Совета регионального отделения РГО Гузель Хамитовой. С октября 2018 года по 5 ноября 2019 пещеру посетили более 6 тысяч туристов. Сегодня для упорядочения потока туристов в группе ВКонтакте «Аскынская ледяная пещера» организована таблица регистрации в режиме онлайн, где туристы могут увидеть график работы комплекса и степень наполняемости групп. Параллельно с развитием экскурсионной деятельности начато исследование животного мира Аскынского лога. Ведутся орнитологические наблюдения. А недавно группа приглашенных ученых-климатологов провела исследование ледяного покрова в пещере. Был извлечен керн с ледниковой части пещеры для датировки реликтового льда. Ожидаются результаты научно-исследовательских работ, которые позволят определить его точный возраст. Все прошло нормально. Я думаю, что мы сделаем еще отдельно какую-то презентацию с приглашением туроператоров, с приглашением тех людей, от которых заинтересованы будущие поездки. О юбилейном восхождении экспедиции башкирского отделения РГО на пик Мустая-Карима в Кабардино-Балкарии членов Совета проинформировал участник экспедиции, первый заместитель председателя Совета Вячеслав Аброщенко. Также на Совете его члены утвердили план работы отделения в 2020 году и проголосовали за принятие в Русское географическое общество новых действительных членов. В Уфе прошел 4-й форум туриндустрии. Форум в этом году был уникальным и по составу участников, и по насыщенности деловой программы. Экспозиция выставки очень полно продемонстрировала туристический потенциал Республики Башкортостан. На ней были представлены наиболее интересные маршруты и предложения регионов России, а также предложения зарубежных стран. Я считаю, что такие форумы необходимо проводить как можно чаще, потому что это та самая площадка, где собираются профессионалы, обсуждают насущные проблемы, и таким образом мы находим людей, единомышленников, и где-то какие-то проблемы решаем. Открыл форум новоиспеченный председатель Республиканского госкомитета по туризму Салават Нафиков. В этом году впервые в форуме приняла участие Чешская республика, которая представила достопримечательности и туристические маршруты в регионах этой красивой европейской страны – замки, крепости, фестивали. Республика Абхазия на своем стенде продемонстрировала наилучшие возможности для отдыха, а также предложила посетителям путевки в эту удивительную и красивую страну. На выставке были представлены экспозиции компаний 12 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Кургана, Ханты-Мансийска, Кабардино-Балкарии, а также Челябинской, Самарской, Калужской, Оренбургской областей, Республики Крым.
Кстати, Крым, вновь ставший в последние годы одним из главных курортов России, презентовал жителям нашего региона самое заманчивое предложение. Более 10 лет в одном из живописных уголков полуострова, недалеко от города Саки, принимает гостей курортная гостиница «Седьмой сектор». В 20 метрах от отеля находится дельфинарий, есть свой аквапарк. Это сезонная гостиница. Действует она только в летний период, с мая по сентябрь. Значит, кроме того, что гостиница расположена в 20 метрах от побережья моря, то есть море совершенно рядом, с номеров видно море, у нас еще предлагается оздоровление людей. То есть у нас на территории нашей находится санаторий, и 20 метров от гостиницы находится лечебный корпус санатория. То есть там можно приобрести курсовку. Лечение проходит грязями Сакского озера. То есть это общеизвестно, я бы сказала, даже в мире очень известно лечение с грязями. В 10 метрах от отеля расположен экскурсионный пункт, где можно заказать экскурсии по всему Крыму. В частности, Ялта, то есть это южный берег Крыма. Можно заказать в Судак, восточный берег, и посмотреть Евпаторию. То есть все абсолютно возможно и все реально это все осуществить. То есть человек получает не только отдых, лечение, но еще и обзорную информацию по всему Крыму. Свои рекреационные возможности представил гостям форума и Башкортостан. Одним из самых популярных стендов выставки была экспозиция «Жемчужины башкирского Зауралья» санатория «Талкас». Санаторий «Талкас» расположен на берегу одноименного озера в Баймакском районе у подножия Ирандыка. «Талкас» – это многопрофильный санаторий. Лечение многих заболеваний, их профилактика, а самое главное – отдых на свежем воздухе гарантирует заряд положительных эмоций и здоровья. Озеро Талкас имеет тектоническое происхождение. Его прозрачные воды насыщены радоном, который используется для лечения кожных заболеваний. А на дне озера обнаружены огромные залежи целебного ила – сапропеля. Зимой здесь открыта горнолыжная трасса, есть тюбинг, можно покататься на коньках, санях, снегоходах, сходить в баню. Летом – раздолье для любителей рыбалки. Очень много разнообразных туристических маршрутов. Есть водопад Гадельша, о котором вы, наверное, слышали. Сейчас мы активно развиваем конные прогулки. У нас свои лошади, свой кумыс. Поэтому, конечно, и это направление мы будем развивать. В первую очередь мы хотели все-таки навести там больше порядка, чтобы люди, приехавшие, бывшие там и приехавшие вновь, увидели ту разницу, которая сейчас есть. Второе дыхание Талкас обрел после того, как перешел на баланс башфармации. И сегодня в лечебницу вкладываются немалые деньги для ее развития. Сейчас мы его активно продвигаем, развиваем, приводим в порядок, потому что это все-таки жемчужина Зауралья. Красивейшая природа, уникальные люди, кумыс, грязь, очень уникальная грязь, озеро Радоновое. Все это вместе в скопе дает очень хороший эффект. Поэтому с удовольствием ждем всех в нашем санатории. У нас самые дешевые путевки на сегодняшний день. Санаторий развивается очень активно, наполняется людьми, территория очень красивая, поэтому с удовольствием отдохнете и не пожалеете об этом. Основной темой для дискуссии профессионалов отрасли и обмена опытом на форуме туриндустрии стал круглый стол «Туризм в регионах. Точки роста». В разговоре приняли участие председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму Салават Нафиков, заместитель мэра Уфы Николай Фадеев, начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей города Уфы Луиза Макшукова. Приветствую вас от имени Башкирского регионального отделения Русского географического общества. Действительно, эта выставка призвана к тому, чтобы мы сумели еще раз показать то, что дорого каждому из жителей республики. А башкирское отделение Русского географического общества представило посетителям выставки свои туристические проекты. Уральский барс, горный туризм, башкирская кругосветка, автовелотуризм, подземное царство Башкортостана, туристические и спелеологические маршруты.
Особый интерес у посетителей форума вызвала спилс-карта России, представленная башкирским отделением РГО на своем стенде. Многие участники проверили на ней свои знания географической карты страны. Кстати, экспозицию башкирского отделения Русского географического общества во время выставки посетил один из самых сильных людей планеты Эльбрус Нигматуллин. Он поделился своими впечатлениями о форуме. Несмотря на то, что живу в соседнем регионе, для меня очень много, скажем так, неизведанного в Башкортостане. И нет возможности физически все объехать, посмотреть. А вот такие выставки позволяют в таком сжатом варианте, в конкретном месте познакомиться, самое главное, с людьми. Я обошел большинство стендов и лишний раз убедился, что насколько богат и разнообразен вот наш край. Да, Урал, Башкирия. И все больше и больше влюбляюсь. И повторюсь, люди, которые сегодня, с которыми я знакомился спонтанно, они большое впечатление производят. Видно, что люди, которые здесь в большинстве своем люди, любящие свою родину, любящие то дело, которое они представляют, чем они занимаются, будь то вот народные промыслы. Вот, например, очень большое впечатление на меня произвели башкиры Бурзянского района. Вот эти женщины в юрте. Не хотелось оттуда уходить. И жаль, бываю редко, но сегодня тот редкий случай, когда я вовремя оказался в нужном месте и уже думаю о том, что как бы можно было еще сделать ярче, как самому здесь принять участие, потому что все-таки я считаю, что и спорт в том числе тоже это можно рассматривать как индустрию для привлечения людей, туристов в регион. А сейчас я предлагаю вашему вниманию фильм «На вершине пирамиды», который расскажет о самых удивительных обитателях морских глубин, об акулах. Акулы пробуждают в нас давние страхи и наводят на человечество леденящий ужас. Они являются владыками морей и океанов более 400 миллионов лет. Они пережили динозавров и доисторических рептилий. Они выстояли все катаклизмы нашей планеты. Но не только почтительный возраст этих созданий внушает священный трепет. Внешний вид кровожадного хищника заставит содрогнуться самого хладнокровного из смельчаков. Эта забавная трагикомическая история произошла со мной в Табе, на одном из пляжных курортов Акапского залива. Первыми между погружениями я решил поплавать с маской, с подводным фотоаппаратом, чтобы сделать несколько снимков на рифе. Было довольно прохладно, пришлось одеть гидрокостюм. Увлекшись фотосъемкой, я проплавал около часа и даже не поднимал голову на поверхность. Когда поднял, увидел, что плаваю вдоль рифа один. Все купающиеся бросились на берег в панике, приняв меня за акулу. Пришла туристическая полиция, одной из женщин даже стало плохо. И действительно, в темном гидрокостюме, в темной маске, в ластах меня можно было принять за кого угодно, но только не за человека. Вот такой панический страх может овладеть людьми при встрече с акулой. Меня потом даже так и назвали – Шаркмен – человек-акула. Тем не менее, именно акулы, более чем другие обитатели океанских глубин, притягивают наше внимание и вызывают жадное любопытство. Эти кадры сделаны в бангкокском океанариуме Siam Ocean World. Самый посещаемый уголок океанариума – аквариум с акулами. Акулы невероятно скрытные существа. Они веками хранят свои тайны в толще океанов и не торопятся их раскрывать. Во время брифинга частенько приходилось слышать от гида-инструктора обещание встретить во время погружения акулу. Он клянется и божится, что именно здесь, на этом сайте, живет одинокая акула-лисица. И если вдруг повезет, мы ее увидим. Дрифтовое погружение, ребят. Садимся в два зодиака. Нас впереди. За ним сначала те, кто менее опытные, позади тех, кто более опытные. Раз-Газлай – очень красивое место, яркие, шикарнейшие кораллы, причем всякие разные. Все можно увидеть здесь.
Везет не всегда, вернее, почти всегда не везет. Так было у меня с рифовой акулой, прописанной на одном из дайв-сайтов в Рас-Мухаммеде на Красном море. Так было с акулой-нянькой, живущей в окрестностях Паттайи в Сиамском заливе. Причем инструкторы, будь это Женя Джексон из Шарм-эль-Шейха или Костя Мулько из Паттайи, нисколько не лукавили, обещая встречу с акулами. Здесь действительно живут акулы, но они очень не хотят встречаться с непрошенными гостями. Только в одном случае из 40 дайвер может близко увидеть самую скрытную жительницу рифа, как это произошло, например, с инструктором из Уфы Рашитом Валеевым в Таиланде. За время моих путешествий с акулами приходилось встречаться неоднократно. Это было и на Красном море, на Филиппинах, но всегда встречи носили такой мимолетный характер, потому что акулы к себе близко не подпускают. И всегда эти встречи были на уровне каких-то смутных силуэтов на грани видимости. Акулы, они пугливые, они человека сторонятся, тем более, что человек не является их пищей, не входит в их пищевой рацион. Первая, более близкая встреча с акулой у меня произошла в Таиланде. Причем к акуле подвел местный гид, хороший знаток этих мест. Он целенаправленно искал в том месте, где он был уверен, что там акула живет. И удалось, в общем, снять, как она сидит под кораллом, и даже ее выход. Это была небольшая акула, Shark Nose, акула-нянька. Хоть маленькая, но тоже акула. Действительно, акулы встречаются достаточно редко, и для дайвера увидеть акулу – это, в общем-то, большое удовольствие. Другое дело – прирученные акулы. Именно они становятся объектами фото- и видеосъемок и украшают глянцы научно-популярных журналов. Вот как описывает этот процесс Андрей Макаревич в своей книге «Что такое дайвинг?». На глубине 15-20 метров находится большая клетка, в которую запускают пойманных на спиннинг крупных макрелей и дорад. Рыбы плавают в клетке и не могут покинуть ее. Попытки проплывающих мимо акул полакомиться раненой рыбой безуспешны. Клетка железная и крепкая. Дня через 2 бот с аквалангистами бросает якорь рядом с клеткой. У нас с собой пластиковый ящик с крышкой, в котором лежит порезанная на куски рыба. Акулы нас уже ждут. Стол почти накрыт. Один из нас кормит акул, нанизывая куски рыбы на короткую шпагу. Другой находится рядом и фотографирует. Группа дайверов спокойно стоит на коленях вокруг, убрав руки под мышки на всякий случай. Видеооператор снимает весь спектакль. После того, как акулы накормлены, а зрители получили ударную дозу адреналина, все расходятся по домам. Конец цитаты. Это уже Карибский бассейн, остров свободы Куба. Именно сюда летят со всего света искатели приключений, любители сигар, большой морской рыбалки, охоты на крокодила и ныряния с акулами. Могущество, сила, грация, агрессия, непредсказуемость. Именно таким набором качеств обязана акула своей репутации безжалостного монстра. Но на самом деле эти существа далеки от того образа, который закрепился в сознании человека. Мы ныряли с большим количеством акул. За одно погружение мы встречали до 45-50 акул размером до 3-3,5 метров. И они плавали в пределах досягаемости, можно было коснуться руками. Более того, гиды хватали их за задний плавник, за хвост, и потом акулы позволяли трогать себя руками, класть на плечи. Это очень большая редкость, поскольку в других местах, даже вокруг Кубы, акул нет. Люди истребили акул. А в этом месте, в общем-то, из-за такого трепетного отношения людей к природе, поведение как акул, так и других животных, в частности крокодилов, совершенно изменилось. Эти животные настроены очень дружелюбно, они очень любопытны, приплывают показать себя, поиграть с людьми. И слухи о кровожадности акул, о том, что они дуреют от вкуса человеческой крови, оказываются неправдой. Гиды рассказывали, что недавно одна наша российская девушка поранила сильно руку, было большое облако крови. Акулы, проплывая через это облако, совершенно не реагировали на это дело и не обращали внимания на эти ранения.
А мои ощущения – это чувство восторга, потому что акула – это очень красивое, мощное животное. Причем их действия выглядят очень разумными. В частности, я сам видел и снял, как акула открывала сама крышку от ящика с рыбой. Физиология акулы такова, что у нее конкретные гастрономические приоритеты. И человек в ее меню не значится. Избежать риска нападения можно даже тогда, когда поведение акулы начинает выходить из-под контроля. Для этого нужно лишь сохранять хладнокровие и хорошо знать особенности поведения акулы. Во взаимоотношениях человек-акула последняя только изредка выступает в роли агрессора. Во всех остальных случаях именно люди беспощадно уничтожают этих хрящевых рыб. Акула в качестве трофея, добываемого в ходе экстремальной рыбалки, ценилась во все времена. Издавна уничтожение сильного, беспощадного океанского монстра свидетельствовало о бесконечной мужской доблести. Сегодня мало что изменилось. Мужчины, жаждущие экстрима, желающие убедить себя и других в собственном бесстрашии, отправляются на морское сафари, чтобы в жестокой схватке с помощью гарпуна уничтожить смертельно опасного противника и завладеть редким трофеем – акульями челюстями. Тема, которая редко выходит из рейтинга самых обсуждаемых – человек и акула. Океанские хищники время от времени нападают на людей, и нередко это случается в очень популярных среди туристов местах. Все, что необходимо, это соблюдать правила предосторожности. Олег Трухачев – директор Уфимской школы дайвинга, дайв-мастер. Во время обучения дайвингу своих студентов он также дает советы, как вести себя в присутствии акул. Ну, во-первых, не нужно бояться акул. Это очень миролюбивые животные, но в то же время не нужно терять бдительность. Все-таки это хищник, нужно быть внимательным. Ну, как любого хищника, да, блестящие предметы могут привлечь внимание. Желательно при купании все эти золотые сережки, цепочки снимать, жетоны, часы. Если все-таки увидели акулу, не пугайтесь, нужно не делать резких движений и спокойно, не теряя ее из виду, двигаться на берег или на корабль. Акула – это ночной хищник, в основном охотятся они ночью, но днем они отдыхают, но бывает, что ради какого-то спортивного интереса выплывают и смотрят на купающихся, на дайверов. Но ни в коем случае не нужно ее бить по носу, как показывают в мультфильмах, да? Не делать резких движений, попытаться ногами не болтыхать, руками не болтыхать. И если не будет резких движений, я думаю, она все-таки проплывет, поинтересуется и просто отплывет в сторону. К счастью, сегодня мир пробудился от долгой спячки. Значение акулы в экологической цепочке становится тем очевиднее, чем с большей скоростью истребляются с лица земли эти совершенные создания. Во многих странах этот уникальный хищник уже становится охраняемым объектом. Ее грациозное, скользящее движение, внезапность появления и исчезновений, образцовая форма, позволяющая с минимальными затратами преодолевать гигантские расстояния, безупречный комплект оружия, ее сила и власть – все это делает акулу совершенным эволюционным творением, созданным для того, чтобы господствовать среди других морских обитателей. Это был Вестник Русского географического общества. Я с вами прощаюсь. Жду откликов и предложений на сайте Русского географического общества в Республике Башкортостан. До встречи!